Поздороваюсь, точнее. Знакомые, да? Знакомый сидит. Что, не домофон? Лучше, наверное, не 29. Домофон поставили? Так. Николай, какая она? 29. Может, и сюда, может, и сюда. Здравствуйте. Спасибо большое, что дверь открыли. Вы не к вам. Я сразу взял деньги, вынес. А, тогда нормально. Приготовьте. Судя по двери и по замку, они ушли на сбор металла. Вроде спросили. Судебные приставы. Леонид Владимирович здесь живет? Да. А где он? Здравствуйте. У вас задолженность за квартплату на сегодняшний день составляет 87 514 рублей. Прекрасно знаю об этом. Как-то погашаете? Ну, мы сейчас уже платили несколько месяцев, да, ну, так, в качестве, что могли. Есть проблемы маленькие, пока сработали. Где-то работаете? Ну, в данный момент, вот, ну, допустим, на сегодняшний момент, Не работает. нет, я работаю, как бы, понимаете, ну, Официально? мы официально не работаю, да. А, Ванека Васильевна. Ну, мама, Это вы, да? пенсионерка, да. Вы пенсию получаете, да? За квартплату вы тоже не. Ну нет, я сколько могу плачу, вот могу все квитанции вытащить. Сколько... Ну, у вас на сегодняшний день долг 87 да, тысяч. я знаю. Вот, поэтому мы пришли с представителем взыскателя по ЖКХ «Давка». Вы получали, вам отправляли уведомление об отключении горячей воды. Вы получили, да? Как не получили? Нет, уведомление. Уведомление. Отправляли, и вы получали через почту. Уведомление на почте получали о том, Я что на не отключение ГВС? получала. Если дети не получали, Ну, уведомление получали. Уведомление получали. Соответственно, сейчас будет отключена горячая вода. я на почту вообще не хожу, я вон еле... У вас Ваш сын сын получал. получал. Ну, да, почтовый ящик. Ну, вот. Так, а что, совсем? Так, Горячую воду отключат, пока не будет погашен долг. Ну, видишь, тоже не может, я уже сказала, я говорю, буду полпенсии платить. А почему вы не подошли к представителю Ну, я взыскателя? вот по дому еле хожу. Нет, ваш сын бы у вас подошел. сын есть? Всегда можно заключить договор там, что на погашение долга, чтобы не предъявляли на исполнение к судебным приставам. Если к нам предъявили, мы обязаны уже работать. Значит, данное уведомление ваш сын получал на почте. Это еще раз вам, значит, уведомление. Вот здесь ваша подпись. И фамилию, имя, отчество, и дату, расшифровку. Сюда подписаться? Ой, не надо так. И сюда фамилию, имя, отчество, расшифровку. А что это? Сейчас будет отключена у вас горячая вода, горячее водоснабжение. Значит, будет подключена она в порядке, как вы только погасите задолженность. Ну я же не смогу, мне в больницу ложиться Значит, надо. также вы можете подойти в управляющую компанию. Это, конечно, следовало бы сделать еще и раньше, для того, чтобы как-то прийти к какому-то компромиссу и, значит, соответствующую задолженность погасить. Вот. Так как с вашей стороны не было предпринято никаких действий по ликвидации данной задолженности, мы вынуждены отключить, приостановить у вас подачу ГВС до момента, значит, соответственно, оплаты данной задолженности. Попробуй второй номер. А у тебя что? А, у тебя там здоровый, да? Да, тоже здоровый.
Да. Ну, нифига себе. Это что, работала, теперь у него все мое уносят. А он сказал, что это его документ. Вот телевизор мой, холодильник тоже мой. Холодильник забирали. Колонки. Так можете и старый диван тогда забрать? Я нет. Леонид Владимирович сказал, что документов нет на данное имущество. Он сказал, что это принадлежит ему. Соответственно, поэтому имущество описывается. Ну это он с рук покупал, а у этого все где-то у меня есть. Это я сам... Так, на телевизор документы посмотрите. А это надо мне искать. Если как найдете, принесите мне на Куратова 91, третий кабинет. Тогда арест будет снят с телевизора. Сегодня, значит, у нас была процедура отключения горячего водоснабжения у должников достаточно с большой задолженностью, большим периодом, это 25 месяцев задолженность. Значит, сумма задолженности 87 тысяч. Данное, значит, отключение мы инициируем только на злостных неплательщиках за жилищно-коммунальную услугу, которые никаким образом за все это время, за весь этот период не захотели договориться, не подошли в управляющую компанию, то есть никаких, значит, действий они не предприняли, поэтому ничего не оставалось другой управляющей компании, как инициировать данную процедуру отключения. А что она собой представляет? Это какая вода, горячая или теплая? Да, на сегодняшний день мы можем отключить только горячее водоснабжение, вот, поэтому сегодня и было данное отключение. Технически мы то есть, отключаем на входе от стояка, ставим заглушку, соответственно, процедура подключения уже к горячему водоснабжению будет происходить при, значит, полном погашении задолженности данного должника, значит, и, соответственно, оплачиваться также будет за счет непосредственно собственника. А вы говорили, что есть какие-то возможности прийти, договориться? Ну да, у нас на сегодняшний день мы идем навстречу должникам, идем навстречу для того, чтобы решить все-таки эту проблему. Понимаем, что в некоторых случаях обстоятельства таким образом складываются, что невозможно погашать вовремя, да, какие-то суммы. Поэтому да, мы идем на то, чтобы, придя в управляющую компанию, да, составить некоторый график погашения задолженности, где мы даем некоторую рассрочку, тем самым идем навстречу собственникам.